Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, ва аля алихи, ва сахбихи, ва азваджихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вот у нас уже закончились 2 дня Рамадана. Пусть Аллах Субханаху ва Та'аля примет от нас и от вас наши благие деяния. Пусть Аллах Субханаху ва Та'аля облегчит нам чтение Корана, облегчит нам поклонение, облегчит нам намаз, таравих, чтобы мы провели этот месяц Рамадан должным образом. Как проводил пророк, саллаллаху алейхи вассалам, этот месяц? Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, был очень аскетичным в этом мире, в этом дунье. И всегда желал, чтобы зарабатывать вознаграждение от Аллаха Субханаху ва Та'аля. И всегда готовил себя к поклонению. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, к Рамазану готовился, постился весь Ша'бан месяц. Почти весь Ша'бан месяц постился пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Как Аиша, ради Аллаху анха, сказала: я, говорит, не видел пророка, саллаллаху алейхи вассалам, что постился в месяце больше, чем Ша'бан. Ша'бан месяц, говорит, почти весь постился пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Большинство Ша'бана, говорит, постился пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Это жена пророка, саллаллаху алейхи вассалам, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, готовился месяц Рамадан, когда увидел луну сам, или же, если свидетельствовал человек, что я увидел луну, этого хватало и начинал поститься пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Ибн Умар, ради Аллаху анху, рассказывает, люди, говорит, смотрели на луну. Я, говорит, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, и сказал, говорит: о посланник Аллаха, я увидел луну. Пророк постился и людям приказал поститься. И из его деяний было, что ночью он делал намерение до утра, чтобы он завтра будет поститься. Абу Дауд предает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Ман лам юджми' сиям кабля аль-фаджри фаля сияма лах». Кто не намеревается ночью, что завтра буду поститься, для него поста нету, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Намерение – это не языком сказать: я намереваюсь поститься завтра, Рамадан месяц, который пришел. Такое намерение языком не надо делать. Намерение бывает в сердце. Сердцем намереваюсь, что завтра я пощусь. Из суннату пророка, саллаллаху алейхи вассалам, является, что сахур, еда, которую кушает перед утренним намазом, до времени утреннего намаза, чтобы поститься, это сахур, он оттягивал до последнего, до утреннего азана, когда очень мало времени осталось, тогда начинал кушать пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Анас ибн Малик рассказывает, ради Аллаху анху, он от Зайд ибн Сабита: мы, говорит, покушали сахур, утренняя трапеза, мы покушали с пророком, саллаллаху алейхи вассалам. До утреннего намаза, который кушает еда, покушали, потом стал пророк, саллаллаху алейхи вассалам, на намаз. Я спросил, говорит, сколько времени было между азаном и сахуром, едой, которую покушал пророк, саллаллаху алейхи вассалам, и между утренним азаном время сколько было? Сколько ждал пророк, саллаллаху алейхи вассалам? Кал кадру 50 ан. Примерно где-то 50 аятов пока прочитает. Очень мало времени было после сахура, еду покушал, и утренним азаном. Иногда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, просыпался, что он должен был купаться. Обязательно гуслу должен был делать. И время утреннего намаза заходило, потом купался и постился. Проблема нет, если человек должен был обязательно гуслу делать, и наступило время утреннего намаза, все равно купается и считается этот день его роза. Не обязательно купаться до азана утреннего намаза. Главное, чтобы не было близость после утреннего намаза или во время утреннего намаза. А купаться можно после утреннего намаза тоже. Аллаху а'лам.
Бухари Муслим предает от Аиша, ради Аллаху анха, что она сказала, это жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, целовал своих жен и дотрагивался до своих жен, будучи постящимся. Но кто из вас, говорит, может сдерживать себя, как сдерживал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, этот месяц является та'джилуль фитр. Когда уже время настанет магриба, вечернего намаза, поспешит отпустить уразу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не перестают люди быть во благе, пока они будут отпускать уразу быстро, когда время настанет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отпускал уразу свежими финиками. Если свежие финики не были сухими финиками, если это тоже не было, потом отпускал уразу водой. Это является сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И делал дуа пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда уразу отпускал и говорил: «Захаба аль-зама, вабталлат аль-урук, ватhabат аль-аджр, инша Аллах». И сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это место является делать много хороших деяний, помогать другим, побольше делать садака, пожертвования на пути Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был самым наищедрейшим человеком. Самым щедрым человеком был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он более щедрым бывал Рамадан месяц, когда он встречался с Джабрилом. Джабрил каждый день Рамазан месяц приходил к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, вместе читали Коран. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встречался с Джабрилом, алейхиссалам, он был наищедрейшим человеком и увеличил свою щедрость. Он был щедрее, чем волны ветер. Волны ветер, чем это щедрее он был, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Почему здесь сказано волны ветер? Что означает волны ветер? Почему сравнили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на это ветер? Волны ветер означает ветер, который приносит дождь, который есть благо для людей. Как дождь приносит, как ветер, который приносит нам дождь, который есть благо, чем это больше щедрее был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот месяц. Из-за этого, братья мусульмане, пусть Аллах субханаху ва та'аля даст нам понимание нашей религии и даст нам устойчивость на этом религии. О Аллах, прости нам наши грехи и прости грехи наших родителей и всем мусульманам. О Аллах, дай победу нашим братьям мусульманам в Газе и остальным мусульманам. О Аллах, дай нам победу над нашими врагами. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Братья мусульмане, через несколько минут, через некоторое время заканчивается ваш пост. В этот момент Аллах субханаху ва та'аля принимает дуа. Делайте дуа за нас. Делайте дуа за наших братьев в Газе, в Шаме и в Китае, которые находятся в тюрьмах уйгурам, чтобы Аллах субханаху ва та'аля облегчил им, дал им победу. Братья мусульмане, сейчас только начался Рамазан месяц. Не ленитесь. Начните первые же дни Рамадана с бодростью, с поклонением. Сейчас покушали. Не кушайте слишком много, чтобы потом было вам лень идти в мечеть. Идите в мечеть, помолитесь, делайте таравих, найдите мечеть, который читает побольше, читает красивый Коран, помолитесь, делайте дуа. Иншаллах, Аллах субханаху ва та'аля даст вам вознаграждение и сделает из теми людьми, которые освобождают Аллах субханаху ва та'аля из огня ада. Поистине для Аллаха есть каждую ночь люди, которые освобождают из огня ада. О Аллах, освободи нас от ада. Не дай Аллах субханаху ва та'аля нам, чтобы мы почувствовали огонь ада. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи раббил аламин.